Дорогие друзья, коллеги, сегодня мы собрались в честь юбилея одного очень большого человека. Это алтайского поэта Брантоя Яновича Бедюрова. И все здесь сидящие очень хорошо, прекрасно знают и очень уважают. Это человек, вы знаете, это кладезь всего. Вот. Он настолько все это знает, глобализированно, историю, литературу, философию. И с каким вопросом к этому человеку не обратишься, он всегда все это расскажет. Действительно, вот все говорят, интеллигентом не рождается. А этот человек действительно, он от пяток до корней волос, это самый настоящий интеллигент. Это алтайский самородок, которым мы гордимся. Ну, действительно, у нас на Алтае много самородков, там Шукшин, Золотухин, я же не буду. Но Брантой Янович – это особая плеяда вот русских писателей, которым надо гордиться, и его надо беречь. Жаль, конечно, сегодня его нет с нами, он в Горно-Алтайске, вот, там проходят тоже юбилейные мероприятия, его не отпускают. Вот. Ну, спасибо за то, что вы сегодня пришли. Я думаю, дальше тему продолжит, дальше свое выступление продолжит профессор МГУ Владимир Иванович Шмаков. Пожалуйста. Брантой Яновичем мы познакомились как раз в культурном центре Татарстана. Меня пригласили на заседание, форум, совещание, которое проводили представители диаспор. Там на предмет какой? Объединение тюркских народов. В единый тюркский народ. Меня пригласили почему? Потому что я, кроме того, что я в МГУ, я еще проректор, и многие годы, почти 10 лет, был проректором Московской академии комплексной безопасности. И у нас было 15 филиалов. В том числе половина из них в регионах, где как раз республики, страны, где проживает тюркский народ. И когда я со стороны вот так вот смотрели, изучали, конечно, в МГУ там все, это как-то было далеко. А когда ты приезжаешь туда и сталкиваешься со студентами, с общественностью, мы преподавали все предметы, связанные с безопасностью, были востребованы. И Советский Союз облетал, везде был я. До МГУ я работал как химик-механик, конструктор. Вот. А здесь, когда ты погружаешься в жизнь, в непосредственное общение, в решение проблем, ты с необходимостью начинаешь учиться чему? Тому, чтобы как-то вот соотносить себя с этим регионом, с этим народом, с этими ребятами, с их родителями. И даже однажды в Карачаево-Черкесии мы с ректором были на правах, да, старых аксакалов. И на свадьбе, да, нас посадили во главе. Я присутствовал первый раз на свадьбе, вот все это посмотрел. И меня вот действительно поразило, насколько мы здесь, в Москве, ничего мы не понимаем всей России. И я начал как бы глубже вникать во все эти вещи, читать много, со студентами, которые у нас тоже из разных республик, общаться. И потом уже как бы вот это примелькалось, где-то я, да, и меня пригласили вот в этот самый центр культурный. Я с удовольствием согласился. И вот там мы встретились с Брантой Яновичем. Вопрос стоял, я здесь почему об этом говорю, как бы Брантой Янович проявил мудрость и показал как раз при первой встрече все свои вот эти качества, в определенной мере и какого-то вдохновителя и лидера, и достаточно глубоко эрудированного, думающего вот, человека, поэта, писателя и общественного деятеля. Я потом, ну, понятно, с ним встречался после этой встречи, и там мы уже
проговорили ряд стратегических проблем, связанных с взаимодействием культур. Только через культуры могут объединяться народы. Партии, государства, они решают свои проблемы. Они должны обеспечивать, лечить, учить, воевать. А вот это межэтническое, межнациональное общение только через культуру. А кто главный реализатор этих отношений, связей? Интеллигенция. Но интеллигенция пока у нас молчит. Вот здесь мы встречаемся, говорим, да, а в общем даже нет возможности представить общую позицию. И я в свое время предложил, это было тоже заседание диаспоры, значит, узбеков, я предложил провести форум интеллигенции наших всех республик. Форум для того, чтобы я как раз об этом говорил. Почему? Потому что наступает период не просто кризиса, а слома эпохи, переход к новой эпохе. И я говорил, он пройдет болезненно, не предсказывал войны. Сегодня этот слом произошел. Сегодня ответственность возлагается на всех тех, кто отвечает за духовное воспитание, за сохранение ценностей, общности, солидарности и так далее народов. Только наше объединение сможет не просто спасти нашу страну, ее спасать не надо, она победит, а вырвать ее из этой старой эпохи и возглавить, она способна. Единственный, кто может возглавить, это Россия, интернациональная Россия, создание интернациональных объединений народов. Не просто государств. Государства объединены уже в эти ОДКБ и все остальное. Казахстан показал, что там. Вот. Всех народов, бывших наших союзных республик. Вот эта помощь от них и помощь наша с ними должна быть обговорена не только правительствами, а вот наша интеллигенция. И Брантой Янгович в этом отношении четко занял. Мы с ним тут согласовали такую позицию. И я предложил тогда ему создать именно организацию общественную, культурно-историческое сообщество тюркских народов России, которую мы, он сказал, я буду пропагандировать, мы организуем, согласуем со всеми диаспорами, со всеми республиками. Он там ездит по республикам, его знают хорошо. Вот. И в этом отношении 75 лет, которые сегодня он отмечает, такой юбилей для мужчин самый основной, базовый, это возраст как раз зрелости политика. То есть он становится, и вот за эти 10 лет, возможно, где-то потом я стал интересоваться в 70 лет, был у него юбилей тоже, да? И сейчас, в данный момент, он созрел действительно как политик. Более того, как авторитетный политик, как духовный лидер, значит, Республики Алтай. И, возможно, вдохновитель многих идей, которые могут быть приняты. Он авторитетный, он является влиятельным центром для формирования общественного мнения. А общественное мнение не может быть мнением одной нации, одного народа. Оно должно быть интернациональным, для того, чтобы объединять народы, не разъединять. Мы же видим, что вот эти внутренние силы, которые есть во всех республиках и у нас, сейчас заканчивают, они растаскивают, а мы должны объединиться. И поэтому вот подготовлен документ, мы потом, возможно, Значит, он взял на себя бразды председателя этого сообщества, а Светлана Камешевна, да, была предложена, и вот там мы на татарском форуме избрали их, вот, и дальше создан комитет, создан штаб по созданию. Поэтому я для чего сообщаю об этом? Что в данный момент наступает какая-то другая действительно эпоха,
должны меняться и власть, я не говорю правительство, а хотя бы Госдума, и они должны поменяться. Должны прийти лидеры. Вот когда смотришь на президиум, да, кто там? Ну нет лидеров. Один Жириновский. А лидеры должны прийти другие, вот такие, как Брантой Янгович. Надо его склонять к тому, чтобы он поучаствовал активно. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, о его поэтическом творчестве, его вот, работах и публицистике, и поэзии. Вот для меня он в ряду как бы великих поэтов. Алжес Сулейменов сейчас. В прошлом, да, ну, понятно, были великие. И Чингис Айтматов, вот. Ну и Расул Гамзатов. Вот они как бы одного порядка, одного ряда. Есть и другие великие, другие представители других народов. В татарском народе великие есть. Но вот для меня, они вот в одном ряду. И я сейчас студентов даже заставляю писать эссе. Ты мне напиши, что ты знаешь. 0 иногда. Не знаю. Иногда, вот в МГУ даже. Но филологи-то знают, историки, но это узкий круг. Вот. Поэтому здесь его творчество великих поэтов, должно через этот центр распространяться. И правильно вот было сказать, что взаимодействие культур сегодня вы сказали. И вот такую форму общения надо бы развивать, если поддерживаться в какой-то резолюции, да, мы бы положили сюда вот так вот, прям присоединили, что вот такой-то форум в тяжелое время, в кризисное время поддержал эту идею. А Бранту Янговичу что пожелать? Долгих лет жизни, но жизни какой? Не такой вот, да, а новой, активной. Дальше здоровье, дальше как бы вот умение наладить общение вокруг себя, сформировать и найти лидеров из всех народов, объединить лидеров. И формировать действительно новую власть. Успехов вам всем! От всей души поздравляю Брантоя Бедюрова Брантоя Янгович с его 75-летием. Действительно, это дата такая значительная. Человек яркий оратор, сильный такой публицист, насколько я знаю. И полемист. Да, и полемист. Да. И у него богатый, большой бэкграунд в политике, в истории, там, в философии. Ну, надеюсь, что мы еще долго будем с ним общаться. И он общему делу принесет много пользы. Мы будем ему полезны и тоже принесем ему лично пользу. Если в Госдуму, значит в Госдуму. Надо обеими руками его двигать, потому что он один из достойнейших, конечно, по крайней мере. Да. Пожелаем ему 120 лет жизни. Да.